Вы смотрите интервью в студии Аида Хамзина. Здравствуйте. Конституционная реформа стала одним из ключевых этапов обновления политико-правовой системы страны и напрямую затронула права и свободы граждан. Сегодня важно понять, как эти изменения работают не на бумаге, а в реальной жизни, в судах, в диалоге с государством, в защите человека. Об этом мы поговорим с Артуром Ластаевым, уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан, участником процесса конституционных преобразований. Добро пожаловать к нам в студию. Спасибо. Уже несколько дней ведется конституционная комиссия. И вот какие бы ключевые моменты вы бы отметили? Ну, во-первых, это состав самой конституционной комиссии. Он не только большой по количеству, он на самом деле очень качественный, поскольку в нем участвуют представители всех сфер нашей общественной жизни. То есть это и частный сектор, даже частный бизнес есть. Безусловно, видные общественные и государственные деятели, правозащитники. В этом отношении юристы, само собой, юристы, академики, видные ученые. Но это, конечно, придает дополнительный, во-первых, импульс и академический характер предполагаемым изменениям и качество самих предложений, которые заявляются в Конституционную комиссию. Какие предложения сегодня отражают определенный и больший отклик? Ну, безусловно, я как уполномоченный больше ратую и действительно переживаю за те инициативы, которые мы там озвучили. И на сегодняшний день мы можем сказать, что целый ряд инициатив, которые мы, заявили, они нашли отклик, и на сегодняшний день они поддержаны. Но одно из них — это мы предлагали максимально, то есть насколько это возможно, абсолютизировать фундаментальное право на жизнь. То есть почему это важно? Это важно потому, что без жизни, или без права на жизнь, или самой жизни как таковой, все остальные права, они в лучшем случае вторичны. А так их бы просто не существовало. Правда же? Если человек не появился на свет, то что обсуждать тогда, как он растет, как он живет и самореализовывается. Именно поэтому мы поставили во главу угла вопрос абсолютизации права на жизнь. Ну, что это значит? Это означает, что данное право не подлежит никаким ограничениям. Дело в том, что система прав человека, она предполагает разделение прав на две части, на два вида: абсолютные и неабсолютные. Вот абсолютные права, например, свобода, к примеру, от пыток, и она не подлежит нарушению ни при каких обстоятельствах, ни в мирное, ни в военное время, ни в нашей стране, ни где-нибудь там за полярным кругом, разницы никакой нет. Хоть это будет и террорист, хоть маньяк, хоть кто, нельзя человека пытать. То же самое и с жизнью. То есть государство как само отказывается от активных действий по лишению кого-то жизни, ну, допустим, в рамках смертной казни, раз. И второе, оно преследует по закону тех лиц, которые нарушают это чье-то право на жизнь. Вот абсолютное право на жизнь означает, не подлежит никаким ограничениям, ни при каких обстоятельствах. В принципе, этот постулат у нас уже есть. Мы ведь присоединились ко второму факультативному протоколу еще в 2021 году, да, взяли на себя международные обязательства. А через год, в 2022 году, мы полностью отказались от смертной казни. Вот. Но когда мы воздвигаем право на жизнь в Конституцию, мы показываем, что для нас это принципиально, что назад мы уже никогда не повернем, потому что кодексы, законы, кодексы сложнее, но законы можно изменить, внести в них уточнения какие-то или отменить даже какие-то нормы, а с Конституцией это гораздо сложнее. Вот почему для нас важно прописать принцип абсолютного права на жизнь именно в Конституции. А на каком практическом опыте основывается это предложение? Во-первых, в мире есть страны, где, как вы знаете, разрешена, например, эвтаназия или смертная казнь. В этих странах право на жизнь не является абсолютным. И в определенных обстоятельствах, таких как совершение особо тяжких преступлений, человек может быть приговорен к высшей мере наказания в виде смертной казни. Вот в таких странах такое право не является абсолютным.
У нас, как вы знаете, мы эволюционно шли к отказу от смертной казни. Мы сначала наложили мораторий, затем понаблюдали, как правоприменительная практика складывается, как общество к этому, на это реагирует. Ведь сторонников как за отмену, так и за ее применение много было. Но со временем мы поняли, что на данном этапе развития нашего государства общество не желает применять высшую меру наказания в виде, значит, смертной казни. У нас был расстрел, да, в разных странах по-разному. Вот, когда мы говорим, что в нашей стране право на жизнь является абсолютным, мы подаем сигнал в том числе и мировому сообществу, что, а еще когда мы это делаем на уровне Конституции, мы говорим о том, что этот принцип абсолютности права на жизнь, он является бесповоротным. Так? Это не только смертной казни касается. Это в целом достаточно такой широкий, в том числе и социальный, можно сказать, мультипликативный эффект несет в себе. То есть речь идет о чем? Государство, когда гарантирует право на жизнь, оно гарантирует его и не по отраслевым законам, например, нужно спасти кого-то в сложной ситуации, когда он находится, в аварию там попал или пожар произошел. Он теперь это, значит, соответствующие государственные службы, в данном случае противопожарные службы, обязаны это делать и спасать жизнь человеку уже не в соответствии со своей директивой или отраслевым законом, а в силу Конституции. Понимаете, это выводит на другой уровень, степень ответственности. Это не только политико-правовой вопрос. Это и в том числе и социальный, и даже есть, как я выступал, говорил, есть и компонент безопасности, потому что спасать человека, жизнь человека при нападении сотрудникам правопорядка, это теперь будет являться конституционным его долгом. Понимаете, не только служебным, но и конституционным долгом. Это накладывает определенные обязательства, как в целом на государство, так и в частности на соответствующие службы, будь это скорая помощь, противопожарная служба, я говорил, или правоохранительная. Очень интересный, важный момент. Какие еще предложения звучали в результате обсуждения? Значит, исходя из того, что в статье 1 Конституции мы провозгласили высшей ценностью человека, его жизнь, права и свободы, мы считаем, что все нормы, которые находятся в Конституции в разных разделах, они должны, но в то же время, которые служат защите или как угодно, может быть, гарантией именно свободы, прав и свобод человека, они должны быть вот в этом разделе, в основном разделе, где прописываются права и свободы человека. Например, у нас в разделе судопроизводства были, значит, запрет на самооговор, да, презумпция невиновности и так далее. Мы предложили их убрать оттуда, потому что, да, это служит надлежащему судопроизводству, я согласен, но судопроизводство — это процесс, понимаете, это процедура. Оно помогает правильно выстраивать процедуру, но фундаментально оно служит человеку, оно защищает человека. Например, право не давать показания против себя. Но разве это процесс? В смысле, это и процесс тоже. Но первичная роль — это защита личности, защита прав человека. Поэтому мы говорим, давайте это перенесем. Кроме того, там был на самом деле там очень много, в том числе и таких серьезных фундаментальных изменений. Одно из них, например, достоинство человека неприкосновенно. Мы считаем, что нужно и честь туда поставить. То есть человек имеет право на защиту своего доброго имени. Значит, мы предложили редакцию такую: честь и достоинство это самое являются незыблемыми. Вот. В настоящее время на данном этапе наши все предложения, которые мы заявили, они были поддержаны. Мы ждем, как это будет в дальнейшем интерпретировано, и верим в то, что все пройдет вот хорошо. Такой вопрос. В рамках реформы усиливается принцип закон и порядок. Как сделать так, чтобы он не выступал в противоречии с правами и свободами? Он не может выступать в противоречии изначально, потому что закон, концепт, законный порядок — это и есть защита прав граждан.
по большому счету. Другой вопрос по инструментарию. Правоохранительная деятельность и правозащитная деятельность. Они отличаются, но обе служат чему? Охране прав. У правоохранителей защите прав, у правозащитников. Они друг другу не противоречат изначально. Ведь когда один человек совершает преступление в отношении другого человека, вот у этого другого права человека нарушаются, права нарушаются. Вот когда правоохранительные органы, мы сейчас говорим про идеальные случаи, защищают интересы жертвы, потерпевшего от противоправных деяний или действий первого субъекта, оно не только же публичный порядок бдит и восстанавливает. Оно восстанавливает и частный интерес какого-то конкретного индивида. В этом отношении это как две сестры. Вот, ну, по своей философии, может быть, они разные, но служат все равно одной цели. Общество же ведь не хочет жить в анархии или в обстановке небезопасности, правильно? Это первое. Второе, если смотреть имплементирование правозащитных механизмов в том же комитете ООН по правам человека или Европейском суде по правам человека, Страсбургском суде, вопросу безопасности в контексте прав человека уделяется там в правоприменительной прецедентной практике особое внимание. И это тоже неразрывно идет, понимаете? Если человек реализует свое право мирно, не угрожает никому, то в данном случае, вот я вам говорю про прецедентную практику, государство должно фасилитировать и отвечать за безопасность мирного, правовой реализации своих фундаментальных прав. Поэтому они идут на самом деле вместе и друг другу не противоречат. Сегодня на практике это реализуется? Что именно? Ну вот то, о чем вы говорили, какие нормы сегодня должны быть? Это не каждый день, ежесекундно, конечно. И нарушается, и реализуется эта жизнь. Пока есть человек, будут нарушения и прав человека, и преступность будет. К сожалению, это так. Вот. Но другой вопрос, в каких количествах это происходит. Чем сильнее государство, тем меньше нарушений. И очень кратко, какой следующий шаг в развитии конституционной системы вы считаете вот критически важным для защиты прав человека? Я считаю, что если мы имплементируем те предложения и инициативы, которые мы заявили в рамках Конституционной комиссии, это было бы весьма неплохой работой. Но я понимаю, я отдаю себе отчет в том, что это непрерывный процесс, это как жизнь. Возможно, завтра наши с вами последователи будут и дальше усовершенствовать правозащитную систему республики и будут вносить, если понадобится, какие-то поправки в действующее законодательство. Я буду это приветствовать, потому что не должна система общественных отношений стоять на месте, она должна все время развиваться на благо наших граждан. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо. Конституционную реформу мы обсудили с Артуром Ластаевым, уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан. На этом наша программа подошла к концу. Я прощаюсь с вами. До скорых встреч в эфире.